Спорт становится средством воспитания тогда, когда он любимое занятие. Дзюдо – это один из лучших видов борьбы. Когда ты дзюдоист, ты одновременно и самбист, и вольник. Всем ассаламу алейкум, с вами Сульман Катиев. Сегодня мы вам покажем и расскажем, как тренируются наши юные дзюдоисты в Академии единоборств НАФ. Амир, ассаламу алейкум. Алейкум. Амир, во сколько лет ты бы посоветовал отдать ребенка в дзюдо? Я бы посоветовал отдать ребенка в дзюдо в 4 года. Есть у тебя в группе ученики, которые уже достойно смогли себя показать? Да, есть ребята, мы недавно выступали на соревнованиях. Ребята завоевали 6 золотых медалей, 6 бронзовых и 8 серебряных. Нравится своя работа? Да, нравится. Ты бы тренировался бы у тренера, который тренировал бы как ты? Да, тренировался бы. Каждому ребенку у меня есть индивидуальный подход. Есть дети, которые плачут всегда, есть дети, которые тренируются. И каждому ребенку надо находить индивидуальный подход. Дзюдо – это травмоопасный вид спорта? Я думаю, дзюдо не травмоопасный вид спорта. Пока у меня не было травм, там мелкие травмы. Но я думаю, любой вид спорта, как ты тренируешься, по-любому опасно. А ты сам уже сколько лет занимаешься дзюдо? 20 лет. И за 20 лет у тебя вообще травм не было, да? Или были? У меня были травмы. Серьезные? Да, серьезные. Крестообразные связки порвал, мениск, операция тоже. Так, сели вокруг ковра, вот так сели, квадрат hayal. От агушу. Мархаба, От ахал. Бросок живи. Первый аю бросок, второй цую. И тря. Давай, через спину, не держи его. Давай. Вот так. Раз, два, три. Вот так, молодец. Давай еще раз. И мах сильнее. Давай. Раз, два. Вот так, молодец. Башир, давай, бедро халату. Во. Азил. 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 Круг жди. Во, халат. Вот. Чуть-чуть присесть, да? Вот, азил. Халату захват. Чоға халат захват. Кильцу захват халат. Руку тянешь и ноги поднимаешь, выпрямляешься. Давай. Вот так. Сильнее давай делай. И быстрее. Давай. Вот так, молодец. Амин, давай заднюю подножку делай. Хорошо? Атыл кикбаш. Раз, два. Сыха и четко прям делай. Вот так. Еще сильнее надо. Ноги шире поставь. Во. Ходил? Вот, смотри. Во. Амин. Руку тянешь. Критера. И четко прям хайгабас. Давай. Вот так, молодец. Тебя как зовут? Адам. Адам, да? Тебе сколько лет? 4. 4 года. Ты выступал на соревнованиях? Вот так мимо, Володай, уха. Да. В зале духча нет? Да. Они нет, а пятаку? Они нет. Нет, а есть? Сама ведь. Они мои это те. Пока это за.
Мен сага етау. По секрету, тренер Диквищин. Да. Есть еще тренер? Бьет, тогда не слушаемся. А ты его сильно любишь? Да. Цена спортом увлекается, занимается с Агви классе. Да. Ви? Есть это классе авторитет Вига? Или это Вига? Я любому я таких. Бивин, любой отвеча. Да. Амир не просто тренер, он воплощение духа дзюдо. Более 10 лет его жизнь неразрывно связана с этим благородным искусством. Его путь начинался на татами, где он оттачивал мастерство, сражался на турнирах и закалял волю. Многочисленные победы и чемпионские титулы стали закономерным результатом его упорного труда и преданности дзюдо. Однако, личные достижения лишь часть его истории. Сегодня Амир видит свою миссию в другом – воспитании нового поколения чемпионов. Он передает своим ученикам не только технические навыки и тактические приемы, но и философию дзюдо, основанную на уважении, дисциплине и самосовершенствовании. Если не дзюдо, то каким бы видом спорта ты бы занимался? Я бы занимался борьбой, если бы не дзюдо, потому что дзюдо это то же самое в принципе, потому что и там борются, и тут борются. Просто разница в кимоно, и можно в борьбе ноги хватать. А так, более не травмоопасный вид спорта – это борьба. Амир, вот по твоему мнению, к чему должен быть готов будущий дзюдоист? Будущий дзюдоист должен быть готов к дисциплине, к самоотдаче и по-любому к любым испытаниям. Назови нам 3 качества, которые присущи настоящему дзюдоисту. В первую очередь это дисциплина, потому что без дисциплины в дзюдо, я бы сказал, 80% делать нечего. Второе это самоотдача. Самоотдача по-любому на тренировках должна быть. Ты должен отдавать себя 100% на тренировках. И третье это характер. Чисто мое мнение. Потому что характер, без характера в этом виде делать нечего. В виде спорта. Амир, дзюдоисту на тренировку лучше приходить сытым или голодным? Голодным. Потому что если ты сытый, это очень может сильно повлиять на тренировочный процесс. В течение тренировочного процесса тебе может стать плохо на тренировке. Лучше приходить голодными. Амир, вот если говорить конкретно про тебя, что для тебя послужило главным толчком, чтобы ты занимался дзюдо? Вот я помню, в дзюдо меня отдал отец, мне было 7 лет. И мои старшие братья тоже ходили на дзюдо. Я с ними всегда хотел тренироваться. И отец меня отдал, и все, пошло-поехало. То есть, благодаря отцу это стал твой самый любимый вид спорта? Да, именно благодаря отцу. Амир, вот, допустим, к тебе пришли ребята, условно говоря, 25 лет, тренироваться для дальнейших высоких результатов. Есть ли им смысл тренироваться? Могут ли они преуспеть? Конечно, нет. Потому что это уже запоздалый возраст. В их возрасте уже люди становятся олимпийскими чемпионами. Например, Хасан Холмурзаев 23 года стал олимпийским чемпионом. Как вы можете видеть, у меня в зале ребята уже тренируются 4 года, 5, 6, 7 лет. Поэтому надо начинать именно в их возрасте тренироваться. Насколько важен соревновательный процесс для начинающих маленьких дзюдоистов? Этот соревновательный процесс очень важен для детей, потому что одна соревновательная схватка заменяет 2 недели упорных тренировок. Это опыт. Каждый раз, когда ты выступаешь на соревнованиях, все приходит с опытом. И ты закаляешь там и характер, и волю к победе. Поэтому соревновательный процесс очень важен. Как можно больше надо выступать на соревнованиях, потому что это личный опыт. Есть ли отличие дзюдо от джиу-джитсу? Потому что экипировка максимально схожа,
и то борьба? По-моему, там только один момент. То, что дзюдоисты начинают со стойки бороться, а джиу-джитсу, насколько я знаю, в партере сразу начинают. А так дзюдоисты тоже в партере борются. В партере именно в дзюдо и в джиу-джитсу можно делать болевые. Насколько я знаю, насколько я не знаю, то в джиу-джитсу, по-моему, нельзя делать удушающие. Дзюдо – это полет импровизации. Это спорт для настоящих пацанов. Каждая тренировка под руководством Амира Катиева – это не просто набор упражнений, а тщательно продуманный процесс, направленный на развитие физической силы, ловкости, выносливости и, что самое главное, характера. Амир верит, что истинный чемпион – это не только тот, кто побеждает на соревнованиях, но и тот, кто способен преодолеть трудности, сохранять спокойствие в любой ситуации и оставаться верным своим принципам. Его цель не просто воспитать сильных спортсменов, а вырастить достойных людей, способных внести вклад в общество. Ибрахим, ассаламу алейкум. Александр. Прижва. Амжумас. Спортсменыш бага классе. Бах. Духпия классе спортсменыш. Кезик, да? А что вообще в школе спортсменыш бия? Был. Я это еще тренер бодрала. Дику. Валла сырно ажите хахамия. Ца. Цаат хано хани. А цаат хано хани сырно ажите. Ханок. Херудя бодрала. Кезик, да? По спорту, по учебе вообще цели жига. По спорту, да? По спорту в цели жига. Первое место. Духия дзюдо. Вы. Мелхуге. Кошу. Сырно ажите хахамия. Хана. Вообще кина воли хай ханжа первый сырно ажите. Ка. Мала классе ва. Первый. Пока второй, да чего санц. В классе спортсменыш бишин. Б. Ехтяца. Есть. Мастя нехта. Есть. Игорь ма уави классе. В. Дик деша. Дешь. Петрок шмеля. 39. 39 5 ахай. Может, херон 39 тян. Дзюдо – это один из самых полезных видов спорта, а для Ингушетии это еще и предмет особой гордости. У нас немало титулованных дзюдоистов, чьи имена известны далеко за пределами республики. Ингушетия всегда славилась дзюдоистами, демонстрирующими силу духа и мастерство на татами. Сейчас наша главная задача – сохранить эту высокую планку, передать опыт и знания подрастающему поколению. В нашей республике есть все условия для желающих заниматься этим видом спорта. Площадки, тренерский состав и многое другое. От вас требуется только желание и дисциплина. Дзюдо – это путь к здоровому образу жизни и достижениями, которыми будет гордиться вся Ингушетия. На этом наше путешествие в мир дзюдо заканчивается. С вами был Сулейман Катиев. Занимайтесь спортом, закаляйте дух. Ассаламу алейкум.